В селе Обьячево Прилузского района появился пункт приема мусора. Открыл его местный житель Алексей Панев. Селяне сюда несут пластик, алюминий, бумагу, а предприниматель прессует отходы и везет их в Киров на переработку. Свое дело мужчина смог открыть благодаря социальному контракту. За прошлый год в районе заключили более 300 соцконтрактов. 41 человек открыл собственное дело. Елена Кононова узнала все про социальный контракт. Несколько минут, и полиэтилен прессуется в аккуратную стопку. Здесь, можно сказать, 50 килограмм уже есть, говорит Алексей Панев. Практически каждый день жители Обьячева несут к нему пластик, картон, алюминий. Помогает и школа, где регулярно проводят акции по сбору макулатуры и пустых полторашек. Учительница Галина Береза – постоянный клиент. Ежемесячно привозит собранный мусор. Дом, где мы живем, он находится недалеко от местной свалки, на которую все это привозится, вывозится. И очень много мусора находится не только на свалке, но и на детских площадках мы можем видеть это. И вообще в селе иногда бывает очень страшно смотреть даже на это, неприятно. И, естественно, это как любого жителя своего родного села настораживает, что этим мусором мы можем заполонить не только то, место, где мы живем, но и лес, речку. Свое дело Алексей Панев открыл благодаря социальному контракту, который мужчина заключил, чтобы избавиться от статуса малоимущего. Алексей в семье зарабатывает один. Жена безработная, воспитывает 2 детей. На жизнь одной зарплаты не хватает. Когда Алексей узнал, что есть такая госпрограмма, долго раздумывать не стал. Нашел информацию в интернете, сходил. Вроде как будто бы соцзащиту. Рассказал, чем хочу заняться. Там как будто бы одобрили это все, понравилось. Составил бизнес-план. Они меня поддержали, как будто бы выделили средства в размере 250 тысяч рублей. На выделенные средства купил поддержанную «Газель» для перевозки мусора и пресс. Пункт разместил у себя в гараже и дал объявление в социальных сетях. Люди не сразу, но потянулись. Теперь селяне привыкают к раздельному сбору мусора. Мы челячка, рыт нас. Мы с детьми собрались и решили, что надо мусор собирать раздельно. Мы теперь откладываем отдельно банки из-под сметаны, йогурта, полторашки, банки алюминиевые. Как прессованный мусор доходит до потолка «Газели», Алексей везет в Киров на переработку. Каждый раз почти 3000 тонн. Таких как Панев в Прилузье, которые благодаря соцконтракту начали собственное дело, 41 человек. В республике по этому направлению Прилузский район в лидерах. Район очень перспективный, там развито и сельское хозяйство, и надо его развивать еще больше. Там лесной бизнес достаточно хорошо себя чувствует. Поэтому небольшие предприятия, они всегда давали толчок развития. Это и рабочие места, это и какая-то инфраструктура для поселений. Поэтому, конечно, нужно больше внимания уделять таким предприимчивым людям. В течение полугода сотрудники соцзащиты пристально следят за своими подопечными, смотрят за эффективностью работы начинающих бизнесменов. Удается ли им выйти из статуса малоимущих? Это главная цель социального контракта. Центром социальной защиты населения Прилузского района в 2020 году заключено 342 социальных контракта на общую сумму более 29 миллионов рублей. Социальные контракты заключены по 4 направлениям. Это поиск работы, обучение и стажировка, открытие индивидуального предпринимательства и крестьянско-фермерских хозяйств и мероприятия, направленные на преодоление гражданинам трудной жизненной ситуации. Алексей Панев планирует расширяться. Нужны площади побольше для складирования вторсырья, а еще место для машины. Сегодня предприниматель думает, в какой программе еще можно поучаствовать, чтобы его бизнес-идеи воплотились в жизнь. Елена Кононова, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.